Борьба за мяч без права на ошибку. В этот раз матчи идут на выбывание, поэтому каждая игра для кого-то может стать последней. Команды Яндери и ветераны не раз встречались на поле. Игроки уже знают все сильные и слабые стороны друг друга, поэтому матч проходит осторожно. Несмотря на опасные моменты с одной и другой стороны, вперед выбиваются футболисты в синем, реализовав контратаку. Этого оказалось достаточно, чтобы пройти в следующий этап, а ветераны, несмотря на яркую игру, выбывают. Кубок организовали в честь Бекхана Хамхоева. Молодой футболист был знаком, пожалуй, каждому игроку Ингушетии. К сожалению, коварный вирус не щадит ни пожилых, ни молодых. После продолжительной борьбы Бекхана не стало. Его тут самые близкие друзья организовали этот турнир. От себя лично я хотел бы поблагодарить этих ребят. Бекхана я знал давно. Очень добродушный, воспитанный парень был. И в футбольном плане, и в человеческом плане. Этого парня, конечно, будет не хватать всем нам. После перерыва на поле выходят команды Боруссия и Фортанга. С первых минут команды идут вперед, игнорируя осторожность с целью забить первыми, а дальше защищать счет. Реализовать план получилось у Боруссии, уложив аккуратно в нижний угол бильярдный мяч. Несмотря на моросящий дождь, болельщики также не усидели дома. Хороший футбол буквально притягивает людей, а наблюдать вживую за игрой гораздо интересней. Оз команды Яндери команды, оз Слепцовский команды, оз Тройский, оз Назранери, оз Майский, оз команды оз. Как водится в футболе, победа достается сильнейшим. В этот раз мастеровитее остальных оказалась команда Яндери. Обыграв всех соперников и достаточно ровно пройдя все стадии, команда в синем стала обладателем кубка имени Бекхана Хамхоева. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24. В Малгобеке прошел любительский турнир по мини-футболу. За звание «Лучшие» боролись 14 команд. Серию матчей приурочили ко дню физкультурника. О ходе игры расскажет наш корреспондент. Статус лучших в республике сегодня оспаривают 14 команд. Эти ребята уже давно знают друг друга. Футбол в Ингушетии проходит круглогодично. Первыми сегодня играют коллективы из Кантышева и Троицкая. Матч обещает быть жарким, ведь они главные фавориты кубка. По регламенту в каждой команде по 8 человек. Поле также уменьшено практически до мини-футбольного. Благодаря этому ребята показывают именно футбольное мастерство. Верховую борьбу и скоростные атаки команды заменяют контролем, мелким пасом и, конечно же, доминированием на каждом участке поля. В пылу борьбы время летит незаметно. Казалось бы, свисток был дан совсем недавно, а игра уже подходит к концу. С минимальным счетом Арсенал Кантышева обыграл своего оппонента. Впереди у Арсенала еще матчи. Несмотря на жесткую и бескомпромиссную борьбу в матче, для игроков самым сложным фактором является все же погода. Играть сегодня достаточно тяжело, потому что температура, по-моему, уже 35 и искусственный газон. Это сказывается на нашей игре. Был бы нормальный газон, ну не нормальный, а натуральный. Играли бы еще лучше. Следующая, не менее интересная пара – Леон Базоркино. Парни в этих командах довольно рослые и физически сильные, поэтому матч ожидается жарким. Судья в таких встречах должен быть особенно внимательным, ведь из-за размера поля борьба за мяч происходит в несколько раз чаще. Игры очень равные, команды все равные. Вот, ребята очень хорошо стараются. Конечно, есть спорные моменты, как судье тяжело бывает иногда принять в какую-то команду пользу момент, но все равно надо как-то разбираться с этим. Обменявшись голами в первом тайме, во втором команды немного снизили темп. По-другому никак, ведь в случае прохода следующая игра стартует через 5 минут. Завершившись в ничью, по правилам кубка предстоит серия пенальти. А здесь уже нет лучших или худших. Как принято в футболе, удар с точки – это лотерея. Леон вышел в полуфинал, где ему предстоит бороться с не менее сильными соперниками. Организаторы сделали все, чтобы желанные награды и титулы достались командам только в упорной борьбе. Могу сказать, что команды у нас неплохие получились. Так же, как и ожидалось, есть приезжие команды, есть местные команды. Игры продвигаются, почти дошли до полуфинала. Всем удачи, как говорится.
Победители получат медали и грамоты, но самое главное – титул сильнейшей любительской команды республики. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24.